находиться в общественных местах без масок запрещается. В Узбекистане эпидемиологическая ситуация заметно ухудшилась. Количество заразившихся достигло исторического максимума, в связи с чем правительство страны объявило переход всей территории страны с 10 июля в так называемую красную зону. Об этом 8 июля сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Узбекистана Шохрух Гиясов в ходе брифинга в прямом эфире в Ташкенте. Ранее специальная комиссия разрешила жителям Ташкентской области, которые работают в Ташкенте, приезжать в столицу на работу. Теперь это будет запрещено, отметил Гиясов. По его словам, все регионы Узбекистана будут переведены в красную зону, что означает заметное ужесточение карантинных мер по всей стране, а не в отдельных регионах. Кроме того, после ужесточения карантина с 10 июля по 1 августа будет разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам. Все прежние послабления для общепита отменяются, пункты питания смогут работать только на доставку. В настоящее время соответствующие ведомства разрабатывают порядок по этому вопросу, добавил пресс-секретарь МВД Узбекистана. Ранее сообщалось, что с 10 июля до 1 августа в Узбекистане вводится усиление карантинных мер. Напомним, что 8 июля представитель штаба по борьбе с коронавирусом в Узбекистане Хабибулла Акилов заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в стране. Poyoniga yetdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'yka o'rinlarimiz to'lgan, barcha shifokorlar jalb etilgan. Biz yana bir yangi taklif kiritdik va maxsus komissiya uni to'g'ri tushunib, u qarorni ham qabul qildi. Biz hozir o'sha simptomsiz, alomatlarsiz chekayotgan bemorlarni barchasiga uyda davolanishga ruxsat berdik. Эксперты отмечают, что аналогичная ситуация наблюдается и в других странах Центральной Азии. Следственной комиссии в связи с осложнением ситуации по коронавирусу